Это так замечательно. Идем, идем. Я в восторге от этого места. Это наш дом, Ясмин. Мы наполним его прекрасными моментами. Господин, вид из комнат на той стороне. Простите, господин Саваш. Мы покупаем его. Оставьте ключи, остальное я уложу. Конечно. Поздравляю, господин. Всего хорошего. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Давай продолжим осмотр. Здесь можно сделать отличный кабинет. Смотри, стол станет прямо возле окна. Что скажешь? Отлично. Как сложно. Я не могу принять решение. Мы не можем сделать из этой комнаты в то же время спальню, рабочий кабинет, да еще и гостиную. Если захочешь, сделаем все вместе. Начнем завтра обставлять дом. Как только закончим, начнем здесь жить. Это станет реальностью. То есть я, ты, Омер. Мы будем жить втроем. Я не хочу расстраивать тебя, но мне очень страшно. Я боюсь потерять то, что мы сейчас имеем. Я никуда не уйду. Госпожа Шахнур, пришел человек господина Ахмета. Принес вам кое-что. Надеюсь, к добру. Пусть занесет. Добрый день, госпожа Шахнур. Это вам прислал господин Ахмед. Спасибо. Эндам, открой это. Выйди. Привет. Рассказывай, как дела? Я забрал фотографии и принес в газету. Положил перед шефом снимки вместе с теми, что ты сделал вчера. Он взял, просмотрел каждую, но когда дело дошло до твоих фото, он отложил их в другую сторону. Почему? Не знаю. Я спросил, он сказал мне, не лезь в дела, которые тебе не по плечу. Вы не напечатаете снимки? Я принес тебе фотографии. Может, пригодятся для чего-нибудь? Я поступил на желаемый факультет в городе мечты. Теперь все будет отлично. Брат, заберем сестру из школы. Погуляем все вместе. Брат. Счет. Что нужно, господин Ахмед? Ты получила мой подарок? Я решил позвонить, спросить. Что за бестактный подарок? Для нашего внука, госпожа Шахнур. Для внука. Это дело ни тебя не касается, ни меня, господин Ахмед. Я буду делать то, что должен. И ты, когда придет время, сделаешь то, что должна.
Видишь, как она рада? Хорошо, что мы не предупредили ее. Каким ветром вас сюда занесло? Это была моя идея, сестра. Мы поедем гулять. Нравится машина? Очень симпатичная. Тогда держи. Ты же не просто так получила права. Большое спасибо. Я буду ездить на ней в школу. Сделаем обравление. Бурджу, проверь эту компанию. Может быть, им нужны наши услуги. Bir müşteri çıkar mı? Хорошо, госпожа Севги. Как я и рассказывала, дома накаленная обстановка. Саваш, дядя Пала, тетя Фидан. Все очень нервные. Хорошо, что вы приехали. Я не хотела ехать домой. Нашли тех, кто продал им наркотики. Кажется, их до сих пор не поймали. А как школа, сестра? Трудно привыкнуть. Я намерен завоевать расположение уже в первый день. Трудно завоевать расположение на новом месте. Есть две учительницы. Они с первого дня относятся ко мне негативно. Но это не важно. Порой нужно подстраиваться, чтобы прийтись ко двору. Что с тобой, любимая? Все нормально. Ты до сих пор не веришь, что я люблю тебя? Нет, это здесь ни при чем. Конечно, верю, но... Приходи в гостиную через 5 минут. Зачем? Не задавай вопросов. Что это? В ответ на колыбель твой муж купил тебе машину? Какую колыбель, папа? Я прислал вам колыбель в подарок. Тебе не сказали? Муж вместо того, чтобы покупать машины и отпускать тебя... Это я купил машину, Чичик. Прекрасно. Продолжайте играть в игры. Ваше имя опорочено, а вам и дела нет. Бора, что происходит? Сядь в кресло и закрой глаза. Закрой. Открывай. Я снова спрашиваю. Ты выйдешь за меня? Ладно, завтра утром позвоним. Если назначат встречу, сразу поедем. Не волнуйся, я в норме. До встречи. Пока. Я поеду, Ясмин. Ты же знаешь, что происходит дома. Как бы чего снова не случилось в мое отсутствие. Ладно, Созвонимся, любимая. хорошо.
Отличные новости, госпожа Шахнур. Товар в пути. Очень большой заказ. Скоро мы снова будем работать вместе. Эта тема отныне закрыта, господин Ахмед. Я больше не буду поставлять эту отраву. Меня не заставишь. У меня есть то, что сломит твое упрямство. Кажется, ты забыла. На том пистолете есть отпечатки пальцев твоего сына и племянника. Подумай хорошенько. В чем дело, шериф? Почему ты так смотришь? Не знаю, госпожа Чичек, увидев машину. Красивая, правда? Красивая. Вам больше не придется отвозить и увозить меня. О чем вы говорите? Нам не трудно. Добрый вечер, мама Шахнур. Прошу прощения, я опоздала. Я заезжала к родителям. Значит, ты в курсе подарка, который прислал твой папа? В курсе, мама Шахнур. Братишка Тургул, я правда ничего не говорил. А что оставалось делать? Когда колдун впал в кому, меня задержали полицейские. Братишка Тургул, честное слово, сколько раз говорить тебе? Ну как я это сделаю? Меня посадят. Брат, что мне делать? Хорошо, я выхожу. Мустафа, ты куда? Тетя, отпусти меня. Мне нужно идти. Ты никуда не пойдешь. Человек меня шантажирует, тетя. Он уничтожит меня, понимаешь? Никто ничего тебе не сделает. Давай позвоним твоему брату, скажем ему, он договорится. Ни в коем случае, ничего не говори брату. Он и так очень зол. Даже не смотрит на меня. Если он об этом узнает. Иди к себе, жди там и выключи телефон. Ты не скажешь брату? Нет. Иди. Алло. Брат, прости, что беспокою. Говори, Чичек. Мустафа расстроил меня. Я не знаю, кому сказать. Что случилось? Я слышала, как он разговаривал по телефону. Человек по имени Тургул шантажирует его. Не бойся, я все уложу. Ты сказала Тургул? Да. Мне нужно идти. Мы еще не поужинали? Поужинаешь одна. Есть какие-нибудь новости насчет Мехмета? Нет, господин Саваш, мы продолжаем искать его. Поторопитесь.
Ты голоден, господин? Нет, Эндам. Сварить кофе? Да, пожалуй. Свари. Где все? Не знаю. В своих комнатах, наверное. Ты добилась своего, мама? Твоя душа спокойна? Саваш, молчи. Привет. Я не хотела идти домой одна. Взяла документы и пришла к тебе. Может быть, мы немного поработаем? Правильно сделала, проходи. Мама ушла, Умир спит. Я как раз думала, что буду делать одна. Завтра встреча с первым клиентом нашего агентства. Завтра с кем? С новой компанией. Сядем, и я все тебе расскажу. Я не знаю, ты меня действительно любишь или нет. Постоянно ложь, обман, тайны. Я люблю тебя, Назан. Я хочу кричать о своей любви к тебе на весь мир. Бора, прошу тебя, это все пустые слова. Мне надоело жить, скрывая наши отношения. Я устала от игр. Отпусти меня, я пойду. Давай расстанемся. Так будет лучше всего. Никогда. Назан, постой. Ты выйдешь за меня? Я снова спрашиваю. Ты выйдешь за меня? Хорошо, спасибо. Остальное я сам уложу. Новая компания. Ее только создали. Они производят продукты. Продукты? Не волнуйся, они не конкуренты Балдаров. Они производят сыр и в основном сырную продукцию. Понимаешь? Хорошо, интересная работа. Если мы получим заказ, наше агентство поднимется на несколько уровней выше. Мы получим заказ, Севги. А как они нашли нас? Компания Балдаров. Мы так хорошо раскрутили Балдаров, что и им захотелось такого успеха. Отлично, значит, ты не зря продала дом. Меньше разговоров. У нас еще много работы. Это ты, Тургул? Брат,
Говори, что хотел, Мустафа. Брат, этот Тургул шантажирует меня. Что? Заставляет изменить показания, иначе он скажет, что я работал с ним. Мустафа, ты не можешь не ввязываться в неприятности. Только посмотри, что ты наделал. Иди к себе. Иди! Я отвезу тебя в ближайший участок. Ты сдашься полиции, понял? Если еще хоть слово скажешь, тебе не поздоровится. Запомни это. Слушаю, брат. Я нашел человека. Все в порядке. Как это? Он сдастся. Можешь передать телефон Мустафе? Но... В этом нет ничего особенного. Я поговорю с ним. Позови Мустафу. Мустафа, возьми. Алло. Я Вуз? Со мной Тургул. Я везу его в полицию. Везешь в полицию? Где ты нашел его? Это тебя не касается. Спасибо. Сейчас же рассказывайте, что происходит. Ничего не происходит. С кем ты разговаривал? С кем, я спрашиваю? С моим братом. С твоим братом? Зачем? Тот человек угрожал Мустафе. Он не мог сказать тебе, потому что побоялся. Я случайно услышала. Я пообещала Мустафе, что не скажу тебе. Я позвонила брату, надеясь, что он что-то сделает. Я просто хотела помочь. Лучше бы ты не помогала, Чичак. Пока есть я, этой семье не требуется помощь других. Особенно помощь Явуза Морана. Больше не вмешивай брата в дела нашей семьи, поняла? Anladın mı? Поняла, Чичак? Севги? Севги, просыпайся. Давай. Выпьем кофе и проснемся. Мы не опоздали? Нет, не беспокойся. Я соберусь и спущусь. Ты тоже собирайся. Ладно. Сколько можно обсуждать это? Пала, вернемся в ван. Я не хочу подвергать детей опасности. Такие вещи не делаются спонтанно. Халдун должен окончательно поправиться. У детей учеба, у нас куча дел. Вдобавок, как я брошу Саваша? Самое главное, наша семья, Пала. Дела не имеют никакого значения. Я хочу вернуться в ван, Саваш. Ты мой маленький. Пора идти. Да, поедем, пока не попали в пробку. Пусть у вас все получится. Сынок принесет нам удачу. До встречи, мамочка. До свидания. Пока. Ты мой внучок. Ты мой золотой внучок. Kimse Никто не уедет из этого дома, тетя. Оставь эту идею. Саваш, ты тоже отец. Я не хочу лишиться сына. Ни сына, ни дочки, ни жены. Женщина живет ради детей, семьи и мужа. Понимаешь? Дядя, Саваш, невозможно жить, когда теряешь близких. Эндам. Tamam. Ладно, дядя, я хочу того же. Слушаю, господин. Пусть все спустятся в гостиную. Попроси, пожалуйста. Пусть поторопятся. Как прикажете. Я позову Фидан.
Добро пожаловать. Здравствуйте. Мы пришли навстречу. Я предупрежу. Здравствуйте, рад встрече. Я Севги. Здравствуйте. Мой партнер Ясмин. Здравствуйте, госпожа Ясмин. Прошу. Фидан. Фидан, перестань собираться. Давай спустимся вниз. Саваш хочет со всеми поговорить. Почему Саваш вмешивается в наши дела? Фидан, Пала. Почему он не понимает нас? Сначала ты, потом Халдун. Я хочу вернуться. позволь парню высказаться. Если понадобится, я первым настаю на отъезде в Ван. Мы уедем. В чем дело, Эндам? Господин Саваш срочно зовет госпожа Назан. Сказал, пусть все срочно спустятся в гостиную. Что-то случилось? Я ничего не знаю. Ладно. Спускайся, я подойду. Что будете пить? Можно кофе? А вы что будете? Я тоже буду кофе. Сейчас принесу. Вы производите сыр? Пока нет. Я выкупил бизнес. Когда все подготовим, начнем производство. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Нам нужно все. В этой сфере много конкурентов, поэтому так важна ваша работа. Я говорил госпоже Севги, мы встречаемся с другими агентствами, и согласно результатам я решу, с кем мы будем работать. Ясмин – самый лучший рекламщик, которого вы сможете найти. Она прекрасно знает, кому и что продавать. Если хотите, мы покажем примеры заказов, которые мы выполняли, а вы составите о нас свое мнение. Было бы неплохо. Спасибо. Приятного аппетита. Благодарю. Доброе утро, сынок. Доброе утро, мама. Присаживайся, Саваш. Я не буду садиться. Саваш. Дядя без всякой причины хочет уехать в Ван. Поговорим, когда все придут, мама. Если ты хочешь что-то сказать, тогда скажешь. Проходи, Чичек. Проделанная вами работа впечатляет. Прошу прощения. Забыла выключить. Не стоит. Если хотите, ответьте. Это может быть важным. Неважно. Хорошо. Какие заказы вы делаете как новое агентство? Мы только недавно с Севги открыли совместное агентство. Как видите, как команда мы работаем очень давно. На большинстве работ, выполненных X-Large, стоит наша подпись. Заметно, что вы любите свою работу. На нас очень повлияли события последних дней. Никто не виноват в произошедшем. Порой мы не можем повлиять на причины и результаты событий. Мы в последнее время очень устали. Чичек, Явуз твой брат. Но ты невестка в этом доме. Не забывай об этом. Сестра, относись к Чичек не как к сестре Явуза, а как к члену этой семьи. Мама,
Теперь, принимая решение, сначала спроси моего мнения. Benim de Интересуйся моим мнением. yenge siz de Тетя, вы никуда не уедете. varsa Если есть проблемы, будем решать все вместе в одном доме, а не порознь. bu araba kim? Чья это машина? Явус Моран подарил госпоже Чичек машину. Neden? Почему я не в курсе? Чичек, послушай. У нас раньше не было с тобой проблем. Но Явус начал переходить границы. Yapmaya başladı. Я ни слова не сказал, когда твой брат привез тебя сюда. Я понял, что ты хотела как лучше. Промолчал, когда ты вмешалась в дела Мустафы. Послушай, Чичек, это в последний раз. Отныне Явуз будет твоим братом только в доме твоих родителей. Понятно? Anlaşıldı mı? Чичек, за что Саваш ругал тебя? Он разозлился из-за подарка брата. Но я знаю, что причина не в этом. Он разозлился, что брат помог Мустафе. Что? За то, что он проучил человека, который угрожал Мустафе. Срочно найдите мне адрес Явуза Морана. Я не права, тетя? Пусть Саваш говорит, что хочет. Пусть Чичек ни в чем не виновата. Но мама не должна была соглашаться на этот брак. Мне ли не знать, Назан? Не подумав о последствиях. Послушай, вы тоже хотите уйти из этого дома? Поезжайте в Ван, тетя. Сбегите отсюда. Назан, дочка, успокойся. Все наладится. Не расстраивайся. Hadi beyefendi. Просыпайтесь, господин. Sabah oldu. Солнце давно встало. Kalk. Вставай, вставай. Kalk. Папа, Hiç никаких я полежу еще 5 минут. Это мама тебя жалеет. Baba, Папа, я... Тише. Не нужно ничего говорить. Я тебя знаю. Это была не твоя идея. Я знаю, у кого на поводу ты пошел. Я верю, что ты усвоил этот урок. Не так ли? evet. Да, папа. Тогда ладно. Вставай, мы уезжаем. Куда? Gezelim. Прогуляемся немного. Твоя мама, ты, я и Берфин. У вас есть марка? Я кое-что придумал. Но я бы хотел услышать предложение и от вас. Я могу спросить, сколько денег вы выделяете на компанию? Бюджет подсчитаете вы. Если бы все клиенты были как вы. Когда я могу увидеть наработки? Если мы ускорим работу, мы можем подготовить план основных направлений в течение недели. Если что-то будет готово раньше, мы созвонимся. Отлично. До встречи. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Жду от вас новостей. Конечно, доброго дня.
Идем. По-моему, все прошло хорошо. Прошу. Где кабинет Явуза Марана? Вы подождите, я предупрежу его. Госпожа Ниль. Мама, я не могу застегнуть. Ничего, сынок, сейчас застегнем. Давай. Вот так. Давай наденем кофту. Молодец, сынок. Мой золотой сынок. Güzel oğlum. Oh. Я не намерен ругаться, Саваш. Но ты скажи, что хотел. Söyle. Ты ввязываешься в дела, которые тебя не касаются, Явуз. Кто ты такой, чтобы совать нос в дела Мустафы, покупать чечек машину? Çiçeğe araba alıyorsun. Мы теперь родственники, Саваш. Будь осторожен в своих поступках, Явуз. То, что ты сидел в тюрьме, не заглаживает твоей вины. Gelmez. Для нас ты убийца Музафера. Katilisin. Что бы ты ни сделал, ты этого не изменишь. Я предупреждаю тебя в последний раз. Держись от нас подальше. Где Пала? Был в своей комнате, госпожа. Но они собирались уходить. Я тоже после обеда хотела поехать за покупками. Ладно, поезжай. Что еще? Şey, Мы хотели поселиться с Урханом в Ване. Он говорит, что занят. Я хотела спросить, его дела долго продлятся? Все сбегают из дома. Нет. Ну что вы, госпожа Шахнур, не поэтому. arkadaş. Ребята, мы можем получить большой заказ. Мы должны скорее составить план действий. Наши заказы – это строители городка, производители чипсов и сыра, который мы надеемся получить. Сыра? Сыра. Да, новый продукт. Мы будем раскручивать их с нуля. Крупный заказ. Да. Uykusuz. Нас ждут бессонные ночи. Да, абсолютно верно. Они встречаются с другими агентствами. Нам нужно постараться, чтобы заполучить их. Человек в ближайшее время хочет видеть наработки. Если мы что-то подготовим до завтра, мы опередим наших конкурентов. Аныл, начнем с этого. Разделим их продукцию на 3 части. Послушай, Чичек, это в последний раз. Отныне Явуз будет твоим братом только в доме твоих родителей. Понятно? Anlaşıldı mı? Ничего, я дома. Yok. Нет, не на пальце. В сумке. Ладно. Я приеду. Я тебя тоже. Причем очень. Скорее. Мы готовы. Халдун, ты отлично выглядишь. Да, к счастью. Çok şükür. Куда вы? Отправляетесь на прогулку? Поехали с нами. Нет, тетя.
Проведите время вместе. Vakit geçirelim. Может, тебя тоже подбросить? Значит, все куда-то сбегают. Neden? Интересно, почему? Назан, ты можешь остаться ненадолго. Нам нужно поговорить. Ладно, Ну все, пошли, поторопимся. Идемте. идем. Что-то связанное с белым? Нельзя. Ассоциируется с производителем наркотиков. Ребята, не привязывайтесь к белому. Придумаем что-то особенное, оригинальное, не относящееся к белому. Молоко, рожденное природой, сыр, рожденный молоком. Неплохо, но слишком стандартно. Нет изюминки. Нужно сконцентрироваться. Сделаем перерыв и перекусим. Может быть, по-другому начнем думать? Ладно, тогда закажем что-нибудь. Ситаре. Слушаю, милый. Можешь отлучиться на часок? У меня совещание, любимый. Это срочно? Саваш? Спрашивает, могу ли я отлучиться на час. Езжай, потом соберемся. Хорошо, шеф отпустил. Ладно, целую. До встречи. Что? Что тебе нужно? Что за номера? Не отвечаешь на звонки. Что тебе нужно, Бора? Хочу, чтобы ты сдержала данное обещание. Где мои комиссионные? Я ни копейки тебе не дам. Правда? Значит, не дашь. Я только что разговаривал с нашим Муратом. Он рассказывал о фотографиях Ясмин и Саваша. Хочешь мне рассказать? Это лживые новости. Конечно, конечно. Поэтому вы посреди ночи звонили человеку. Конечно, звонили. А почему мы должны позволить напечатать их? Прекрати прикидываться, Севги. Я не буду связываться с тобой, Бора. Понял? Не буду связываться. Госпожа, я же говорила, что поеду за покупками. Эшреф ждет меня. Хорошо, хорошо, поезжай. Эндам, скажи ребятам, чтобы подготовили машину. Конечно, госпожа Назан. Продолжай, мама. Послушай, ты моя дочка. Я желаю тебе только добра. На жизнь не обижаются. А в твоем возрасте тем более. Если посчастливится, ты повстречаешь достойного человека. Ты снова выйдешь замуж. Кто знает? Я пойду. Потом поговорим. Любимый, что случилось? Я сбежала в разгар совещания. Я очень соскучился. У меня есть только час. Ладно. Дом будет прекрасен, когда его закончат. Как же здесь здорово. Я не хочу расставаться с тобой каждый вечер и ехать домой. Sen Без тебя тяжело засыпать. Я тоже не хочу. Мы поженимся,
И будем жить в этом доме. Купим в этот дом только то, что нравится нам обоим. Все купим сообща, хорошо? Когда решится проблема с Чичек? Нет, это не потому, что я тебе не верю. Но как долго мы будем встречаться тайком? Ясмин, я рассказывал тебе, ты же знаешь. Знаю, я знаю. Но это убивает меня. Мне невыносимо, что ты каждую ночь расстаешься со мной и едешь к Чичек. Ясмин, она мне не жена, она жена брата. Sadece abimin... Ясно, ясно. Ты снова скажешь об обычаях. Ну и ты меня пойми, пожалуйста. Как долго я смогу так жить? Я дал тебе слово. И я сдержу его. Я знаю. Но умоляю, поторопись. Ты подумала над моими словами, госпожа Шахнур? Подумала, господин Ахмед. Мой ответ нет. Так ты нарушаешь слово, данное господином Хасипом? Только я знаю, что я ему обещала. С наркотиками покончено. Bitti. Значит, это твое последнее слово. Тогда ты будешь в ответе за то, что последует после этого, госпожа Шахнур. Buyur ağam. Приказывай, господин. Скажи Рисулу, чтобы подготовили машину. Мы поедем в гости к Балдарам. И достань оружие со склада. Как прикажете, господин? Кажется, готово. Ты тоже посмотри, если хочешь. Hayırlı olsun. Поздравляю. Офис отличный. Возьми чек и убирайся. Я не боюсь ни тебя, ни твоих угроз. Bundan korkuyorum. Это плата за то, чтобы больше никогда тебя не видеть. Ты меня обижаешь. Говорят, старые друзья не могут быть врагами. Что ты за человек? Ты обманывал меня? Что тебя преследуют ростовщики? А оказалось, что ты накопил огромное состояние за границей. Мы все выкручиваемся как можем, Севги. И ты, и я. Если бы ты усвоила это, когда мы были вместе, то молчала бы. Bunları öğrenseydin hiç sesini... И не говорила сейчас глупостей. Хватит. Я больше не намерена тебя выслушивать. Не связывайся со мной и Ясмин. Так и быть. Я не возражаю. Yok. Я отношусь к тебе с пониманием, так как ты расстроена. Но я буду решать, с кем и насколько мне связываться, Kime и с кем общаться. Я заберу его. Пока. Счастливо. Всего хорошего. Hayırlı uğurlu olsun. До встречи. Ясмин. Мне нужно идти. Я опоздаю на совещание. Увидимся, когда закончится совещание. Посмотрим.
Добро пожаловать, господин Ахмед. Предупредил бы, мы бы подготовились. Прошу. Я не с визитом вежливости пришел, госпожа Шахнур. Ты не сдержала данное господином Хасипом слово. Ты отказалась поставлять товар. Ты собственноручно погубила сына. Что ты будешь делать, когда я сдам оружие полиции? Мне надоели твои угрозы, господин Ахмед. Ты ничего не сделаешь этой семье. Госпожа Шахнур, будь осторожна. Кто твой сын в этой истории? Только мелкая приманка. Отказ от сотрудничества будет искрой, которая разожжет кровную вражду. Я говорю тебе в последний раз. Не заряжай оружие, госпожа Шахнур. Говори, что хочешь, господин Ахмед. Мой брат чуть не лишился жизни из-за этих грязных дел. Я молилась, чтобы эта отрава не затронула нашу семью, а мой племянник стал ее жертвой. Если начнется кровная вражда, кого из семьи ты потеряешь? Об этом ты подумала? Я готова на все, Ахмед Моран. Нам больше не о чем разговаривать. Ариф. Я хочу, чтобы ты нашел телефон кое-кого. Алло. Сдай оружие в полицию. Сейчас ты узнаешь, что значит отказывать мне, госпожа Шахнур. Узнаешь. Господин Явус, проверка помещения почти окончена. Я позвонил, чтобы предупредить. Мы вышлем вам отчет. Хорошо. Чтобы не возникло проблем. Нет, господин Явус, все в порядке. Слушаю, Чичек. Мне грустно, решила позвонить. Что с тобой? Что-то случилось? Не знаю. Обстановка в доме накалена до предела. Только Саваш понимал меня. Но теперь и он разозлился сегодня, увидев машину. Привыкнуть, Чичек. Это невозможно, брат. Я всегда буду между двух огней, будто мне нужно будет занять чью-то сторону. Чичек. Я всегда рядом, не забывай. Я знаю. Госпожа Чичек, мы ждем вас на совещании. Хорошо. Мне нужно идти. Господин, у нас проблема. Говори. Господин Ахмед дал мне сегодня пистолет. Какой пистолет? Пистолет, на котором есть отпечатки пальцев Мустафы Балдара. Он приказал мне сдать его полиции. Привези мне. Понял. İçimde bir belki var, dönecek bir gün diyor. Gönül artık kapı duvar, o ben gibi sevmiyor. Bir değil, iki değil, niye diye soruyorum. Hak ettiğim bu değil, artık ondan korkuyorum. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevemeyen bir kalp kaldı.
Dağ gibi, çınar gibi bilirdi herkes beni. Geriye sevemeyen bir kalp kaldı. Kırılacak, dökülecek neyim kaldı? Elleri her şimdi eller aldı. Господин Саваш, звонил господин Яшар из бухгалтерии. Говорит, что не сходятся счета за последний месяц. Вы знаете, последней проверкой занимался господин Мехмед. Нужно срочно найти ему замену. Подготовь объявление и принеси мне. И скажи господину Яшару, чтобы позвонил мне. Хорошо. Диля, Слушаю. скажи, чтобы не трогали стол Мехмета. Пусть не выбрасывают его вещи, пока я не просмотрю их. Хорошо. Алло. Соберите все, что найдете о Мехмете. Любые записи, данные. А потом найдите мне этого человека. Слушаю. Алло, Явус. Это Шахнур Балдар. Слушаю, госпожа Шахнур. Есть важный вопрос, который нужно обсудить. Насчет чечек? Нет, Чичек здесь ни при чем. Не по телефону. Ты можешь приехать сюда? Мне не очень рады у вас. Дома никого нет. Поторопись. Спокойно поговорим. Ладно, я приеду. Хотите чего-нибудь? Нет, Ситаре, спасибо. Что не так? Что-то случилось? Не знаю. Как прошел обед? Севги, по-твоему, я несправедлива к Савашу? С чего ты это взяла? Я хочу, чтобы он был со мной. Я больше не хочу, чтобы он ездил в тот дом к своей жене. Я хочу, чтобы он был со мной и Омером. Успокойся, Ясмин. Потерпи немного. Все будет так, как должно быть. Ясмин, я должна тебе кое-что сказать. Говори, не смотри так. Сюда приходил Бора. Он знает о фотографиях папарацци. К нему в руки попали фотографии? Нет. Но он требовал комиссионные. Я выписала чек. Потом сказала, чтобы он убирался.
У меня нервы на пределе. bozuldu ya. Когда мы будем спокойно жить? Yaşayacağız. Она сказала, что было бы хорошо, если бы у меня появился мужчина. Твоя мама? Да. Я очень удивилась. А у вас есть кто-нибудь, госпожа Назан? Да, есть, господин Бора. Кто? Я его знаю. Что это? Я назначил день бракосочетания. День? Когда? Завтра. Я не смогу, Бора. Я не смогу уйти из дома. Назан, Я не могу выйти замуж. В нашей семье не разрешают подобного. Клан превыше всего. Если я сделаю это в тайне, они отнимут у меня Бурана. Buyur. Şöyle. Прошу, присаживайся. Mustafa. Ты нашел человека, угрожающего Мустафе. послушайте. Я не собирался вмешиваться в проблемы семьи. Чечек позвонила и попросила помощи. Может быть, я перегнул палку? Наоборот. Спасибо. Ты спас моего сына от того мерзавца. Когда я в последний раз видел его, он был совсем мальчишкой. Теперь стал юношей. А в таком возрасте люди совершают ошибки. Я тоже совершил и прекрасно знаю о последствиях. Поэтому я не хотел, чтобы у Мустафы были проблемы. Нам грозит еще большая опасность, сынок. Только ты можешь помочь мне. Edebilirsin. Нужно остановить твоего отца, Явус. Иначе Мустафа погибнет. А потом снова начнется кровная вражда. Я серьезно, Назан. Даже если ты не придешь, я буду ждать тебя там. До свидания, Бура. Мустафа случайно ранил кое-кого. Пистолет попал в руки твоему отцу. Что он сделает? Вы же сваты. Эти дела с наркотиками ударили по моей семье и детям. Sen kendi Я сказала, что больше не буду поставлять наркотики, Bana şu но они шантажируют меня. На оружии есть отпечатки пальцев Мустафы и Халдуна. Саваш в курсе? Нет, он ничего не знает. bilmiyor. И он не должен знать, что я обратилась к тебе. Можете не волноваться. Ты думаешь о Саваше? Мы попали в безвыходную ситуацию.
Я не могу найти никакого решения. А куда делась Ясмин, которая говорила, мы доверяем друг другу? Одного доверия мало, Севги. Нужно что-то делать, чтобы поддерживать доверие. Я, по крайней мере, хочу знать, сколько мне ждать. Я соскучился по тебе. Если бы я знала, когда разрешится эта ситуация. Явуз, ты отнял у нас жизнь. Теперь забери у Ахмета Мурана наши жизни. Избавь нашу семью от этой беды. Помешай своему отцу. Я не знаю, что я смогу сделать. Могу сказать лишь одно. Я не допущу, чтобы оно попало в полицию. Мне отправить отсюда Мустафу на всякий случай. Нет, не нужно. Не будем накалять обстановку. Ждите от меня новостей. Спасибо. Убийца! Назан! Бесчестный мерзавец! Назан! Как тебе не стыдно приходить сюда? Прекрати! Думаешь, мы забыли, что ты убил Музафера? Назан, остановись! Убирайся из этого дома! Назан! Пошел вон! Иначе я убью тебя! Назан! Что ты за человек? Что ты за мать? Назан! 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 Брат, что случилось? Не волнуйся, Чичик. Это не то, что ты думаешь. Мы разговаривали с госпожой Шахнур. Как я и сказал утром по телефону, они привыкнут ко мне, Чичик. Не расстраивайся. Мне нужно ехать. Ясмин, уже очень поздно. Поехали домой. Завтра продолжим. Yarın devam ederiz. Да, ты права. У меня и так уже не работает голова. Добрый вечер. Добрый вечер, сынок. Где дядя? В своей комнате. А сестра, Буран? Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто настроения нет. Скажите, что случилось? Почему у вас такие лица?
Сестра. Как дела, сестра? Племянник, ступай, поиграй с Берфин. Давай. Что случилось? Вы поссорились с мамой? Что случилось? Вам недостаточно того, что я страдала столько лет. Вы сделали все, чтобы обидеть меня. Вас не интересовало, что я чувствовала. Вы привели Чичек в этот дом как невестку. Я даже с этим смирилась. Но с меня довольно, Саваш. Убийца безнаказанно разгуливает по нашему дому. Сестра, мы обсудили этот вопрос, я объяснил тебе. Нет, я не об этом. Твоя мама сегодня принимала в доме Явуза. Они пили кофе и говорили о 2 семьях. Пусть никто больше не разговаривает со мной. В этом доме все потеряли совесть. Все. Bakacak yüzü kalmadı. Çiçek oda. Чичек, поднимись в свою комнату. Мама, ты никогда не поумнеешь. Следи за выражениями. Что здесь делал Явуз Моран? Не говори то, чего не знаешь. Anne daha. Мама, мы только утром обсуждали это. Я сказал, если есть проблемы, улаживайте их со мной. Ты уже достаточно натворила дел. Я больше не буду повторять. Хватит, Саваш. Мы сказали, что не будем поставлять наркотики, и что случилось? Ахмед Муран пришел ко мне и угрожает тем, что начнет кровную вражду. Теперь реши эту проблему, глава Саваш. Что? Явуз единственный, кто может остановить Ахмеда Мурана. Если начнется кровопролитие, даже ты не остановишь его. Oğlum. Otursana. Присаживайся, Чичек. Брат оставил тебя на мое попечение. Я выполнил свой долг. Но совместное проживание – это не решение проблемы. Çözümsüz. Это безвыходность. Biz Мы всегда порознь, Чичек. И никогда не будем единым целым. Открой ворота, Эшреф. Госпожа Назан, я отвезу вас. Живо! Присаживайтесь. Эшреф, открой ворота. Госпожа Назан, Открой ворота немедленно. Эшреф, открой. откройте ворота. Я слышал, что говорила тебе мама. Говоря, что я расстался с Ясмин, она дает тебе надежду. Не иди у нее на поводу. Прошу. Ben sana Я не хочу давать тебе надежду. И я не хочу обижать тебя. Я могу до конца жизни защищать тебя. Но не в такой роли. Мы должны развестись.
Шахнур Ана. Госпожа Шахнур, я хотел сказать... Что нужно, Эшереф? Госпожа Назан, она уехала на машине. Что значит уехала? Куда она отправилась в такой час? Не знаю, я сказал, что отвезу ее, но... Хорошо, ступай, Эшереф. Эндам, ступай, сообщи Савашу. Ладно, госпожа. Merak Не etme. волнуйся. Я не подвергну твою жизнь опасности. Мы одни не сможем преодолеть эту проблему. Господин, Говори, Эндам. госпожа Назан уехала на машине. Никто за ней не поехал? Куда она уехала в такой час? Брат. Садись. Какова бы ни была причина, спасибо. Человек, которого я люблю, отец моего ребенка, женат на другой. Он говорит об обычае. Мне непонятны такие вещи. Мы оба пытаемся избавиться от проблемы, но у нас ничего не выходит. Да, Саваш ответственен за многое. Это мешает вам быть вместе. Каждый раз, когда я вхожу в новый дом, я мечтаю, что у нас будет свой очаг. Это происходит само собой, верно? Но когда я мечтаю, это еще больше ранит меня. Я понимаю. У вас есть дом, но вы не можете поселиться в нем и стать семьей. Yaşayamıyorsunuz. Aklım Ты одумался, шеф? Geldi. Да, брат. Хорошо. Шеф, возвращайся к своим обязанностям. Но если ты еще раз хотя бы... Нет, брат. Никогда. Теперь ты расскажи. Наши проблемы бесконечны. Пока, надеюсь. О чем ты разговаривала с Бора? Ни о чем. Как я сказал, он пришел, забрал деньги и ушел. Ладно, я это поняла. Встреча с ним не ранила тебя. Что ты почувствовала? Ты вмиг забыла о нем? Если бы это было так. Жить было бы проще. Но это не так, к сожалению. Да, было бы скучно. После того, как привык к боевым действиям. Я ужасно себя почувствовала. Больше всего я разозлилась на себя. Не быть вместе с любимым человеком очень горько. Но когда тот, кого ты любишь, мерзавец, подлец и пройдоха, это невыносимо. Поэтому я советую тебе дать время Савашу. Он, по крайней мере, заслуживает этого. En azından bunu Ты понимаешь? anladın mı? Как дела, Саваш? Ищем, мама. Куда она уехала так поздно? Мама, успокойся. Поехала развеяться. Дай мне знать. Хорошо, мама. Не волнуйся. Добро пожаловать, дочка. Здравствуй, мама.
Омер спит? Спит. Ну какой ребенок бодрствует в такой час? Ясмин, ты очень похудела в последнее время. Ты не заботишься о себе. Я боюсь, что ты подорвешь здоровье из-за этой работы. А что делать? Легко ли создавать агентство с нуля? Но новости хорошие. Мы сегодня обсуждали крупный заказ. Я очень хочу заполучить его. Ты хочешь есть? Еда готова, ждет тебя. Нет-нет, не вставай. Я сейчас перекушу что-нибудь. Ты сказала, что поедешь смотреть дом с Савашем. Как дела? Никак. Вы поссорились? Мама, умоляю, я не хочу говорить об этом. Не ходи так поздно к Нуриш. Оставайся здесь. Хорошо, дочка. Я что-нибудь поем. Конечно. Дядя, я только что узнал, где вы. Мы со Шрефом осматриваем окрестности. Исмаил ищет у моря. Я приеду. Не нужно, дядя, мы ищем. Наверное, поехала к подруге. Если я найду, я позвоню. Ладно, сынок, созвонимся. В данный момент абонент недоступен. У вас одно голосовое сообщение. Саваш, я в порядке. Не волнуйся за меня. Назан. Вы, Назан Балдар, согласны взять в мужья Бора Нояна? Согласна. Вы, Бора Ноян, согласны взять в жены Назан Балдар? Согласен. Вы свидетели? Да. Да. Итак, на основании полномочий, данных мне муниципалитетом Санджак-Тепе, я объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас, прошу. Благодарю. Новое рождение, морщины в прошлом, Энью Дженникс, формула молодости только от Avon. Фильм озвучен ТОО «Прим».